Обращение к президенту Дональду Трампу. Признание ошибок ОБСЕ в Чеченской республике Ичкерия как шаг к миру. Миссия ОБСЕ прибыла в Чечению в июне 1995 года для решения вопроса войны и мира между Чеченской республикой Ичкерия и имперской Россией. Это произошло после резонансного диверсионного похода отряда Шамиля Басаева в Буденновск, целью которого было добиться вывода российских войск из Чеченской республики Ичкерия и мирного урегулирования межгосударственных отношений между двумя странами. Переговоры между сторонами, проходившие при посредничестве ОБСЕ, завершились лишь первым раундом из запланированных 3 соглашением по блоку военных вопросов. Но российская сторона под надуманными предлогами заблокировала дальнейший процесс, несмотря на готовность чеченской стороны к продолжению диалога. Под протекцией Кремля Шамиля Басаева, командира добровольческого отряда, объявили террористом, но в преступлениях кремлевского режима по всему миру умолчали. В то время как этот режим, отправив войска в Чеченскую республику Ичкерия, убил более 100 тысяч мирных граждан. Необходимо особо подчеркнуть, что миссия ОБСЕ, представляющая 50 стран мира, сыграла важную роль в 1996 и в 1997 годах на территории Чеченской республики Ичкерия, активно содействуя проведению очередных выборов, которые состоялись 27 января 1997 года. Эти выборы власти прошли на высоком уровне демократичности и прозрачности. В результате были избраны президент Чеченской республики Ичкерия и депутаты парламента Чеченской республики Ичкерия. Весь процесс осуществлялся в полном соответствии с законами и конституцией чеченского государства, принятой 12 марта 1992 года. Миссия ОБСЕ, а также международные наблюдатели из более чем 100 стран мира признали выборы власти в Чеченской республике Ичкерия как свободные, справедливые и соответствующие международным стандартам. Все это подтвердило легитимность Чеченской республики Ичкерия, которая была основана по праву в результате развала СССР в 1991 году и на международной арене в соответствии с принципами международного права. Однако подписанные 30 июля 1995 года при содействии миссии ОБСЕ соглашение по блоку военных вопросов в Грозном, ныне город Джохар, и прошедшие выборы не сыграли для власти России той роли, что предопределено международным правом. С января 1997 года Россия установила тотальную блокаду территории Чеченской республики Ичкерия, что дало Кремлю возможность для временной передышки и подготовки массовых провокаций на территории чеченского государства. Это стало подготовительным этапом для начала новой агрессии России против Чеченской республики Ичкерия, которая началась 17 июля 1999 года. С еще большей яростью и безжалостностью усилились разрушения городов и других населенных пунктов, бесконечные убийства мирных жителей, репрессии и прочие преступления со стороны России. Чеченский народ заплатил катастрофическую цену за 2 войны. Около 300 тысяч жизней, что составляет 30% всего населения Чеченской республики Ичкерия, включая 42 тысячи детей. И по сей день он остается под жесточайшим гнетом оккупации. Россия протянула свои щупальцы и за рубеж, куда стали стекаться чеченские беженцы, спасая свои семьи от России, оккупировавшей их страну. Москва продолжала и здесь свою античеченскую политику. В этом контексте объявились и отдельные представители бывшей миссии ОБСЕ в Грозном, но на этот раз, увы, они оказались на стороне пособников имперской России вместе с ее чеченскими агентами влияния, действующими на Западе. Этим они омрачили свой вклад в миссию ОБСЕ в Чеченской республике Ичкерия, хотя их работа могла бы стать образцом успешного международного посредничества. Действия международных посредников, таких как те, что имели место в 2001 году в Швейцарии,
и в 2002 году в Лихтенштейне на русско-чеченских переговорах. И в особенности роль Тима Гульдемана, бывшего представителя миссии ОБСЕ в Грозном с 1995 по 1997 годы, и его пособников, включая Глена Ховарда, организовавших эти переговоры, стали объектом резкой критики. Их действия, нацеленные на урегулирование русско-чеченских отношений с незаконным подведением территории Чеченской Республики Ичкерия под новую Российскую империю, вызвали осуждение даже со стороны таких известных экспертов, как Фредерик Старр, который указал на подрыв международного права и принципов суверенитета чеченского народа. С чеченской стороны на этих переговорах идею о подведении территории Чеченской Республики Ичкерия под российский контроль лоббировали Ахмадов Ильяс, глава МИД ЧРИ, и Закаев Ахмед, вице-премьер КМ ЧРИ. Этот процесс достиг своей кульминации в октябре 2002 года на Всемирном конгрессе чеченского народа в Копенгагене, где была принята так называемая резолюция предательства, одобрившая подобное подчинение. Все ссылки на этот текст будут размещены под этим видео вместе с этим текстом. Задаваясь вопросом на YouTube-канале Reality, задаваясь вопросом, почему бывшие граждане Запада, некогда стоявшие в авангарде борьбы с Советским Союзом, сегодня превратились в соучастников чеченских агентов влияния нового имперского Кремля, представляя их интересы на международной арене против суверенного и независимого демократического чеченского государства, мы сталкиваемся с глубоким моральным и политическим парадоксом, который затмевает подлинные идеалы свободы и справедливости, сводя на нет многолетние усилия по утверждению демократических принципов и прав человека. С правовой точки зрения действия Тима Гульдемана, его сообщника Глена Ховарда и других представителей миссии ОБСЕ можно трактовать как соучастие в преступлении, совершенном в сотрудничестве с агентами влияния Кремля чеченского происхождения. Пользуясь уязвимостью непризнанной Ичкерии, они не только способствовали непризнанной ООН, не только способствовали укреплению позиции России, но, вероятно, делали это не безвозмездно, открывая дорогу для будущих трагедий, которые в итоге обрушились на другие страны – Грузию, Сирию, Украину. И, к сожалению, это далеко не конец этой разрушительной истории, последствия которой могут продолжать охватывать новые регионы и народы. Уроки этой эпохи остались невыученными. И сегодня мы снова сталкиваемся с теми же лицами, которые предлагают свои циничные услуги, игнорируя волю народов, на судьбах которых они пытаются строить свою так называемую дипломатию. Правозащитная ассоциация Human Rights Center Ичкерия обращается к избранному президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу с настоятельным призывом признать деятельность Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ, в Чечении не просто провалом, но как пример соучастия отдельных лиц в совершении тяжких преступлений против человечности. Мы убеждены, что без признания этих ошибок и без должного осознания ответственности за них, международное посредничество рискует утратить свою легитимность и эффективность. Такие признания являются критически важным для предотвращения будущих трагедий и для восстановления доверия к международным механизмам защиты прав человека. С уважением, Аслан Арцуев, председатель правозащитной ассоциации Human Rights Center Ичкерия, 30 декабря 2024 года.